20 человек на сегодня получили справку о выздоровлении. Вместо них больничные палаты заняли 37 вновь инфицированных коронавирусом граждан. В их числе 6 в Бишкеке, 21 в Нарыне, еще 6 в Волжской области. 3 из числа прибывших военных курсантов из города Санкт-Петербург, теперь их всего 18. И еще один зараженный выявился среди прибывших из города Соль-Илецк, которых в общей сложности оказалось теперь 105 с COVID-19. У нас продолжается регистрация случаев заболевания, случаев заражения COVID-19. И все здесь случаи тесно взаимосвязаны. Мы уже каждый день говорим, что случаи заражения выявляются среди контактных лиц, их становится больше и больше. И это свидетельствует о том, что нам нужно поменять свое отношение к вопросам социального дистанцирования, соблюдения гигиенических требований, особенно когда уже восстанавливается экономическая деятельность наших объектов, субъектов предпринимательства, начинает работать сфера обслуживания, сфера торговли. И вот эти наши требования и принципы социального дистанцирования, личной гигиены, масочного режима как нельзя остро на сегодня это стоит. Статисты Минздрава на сегодня официально заявляют о 1350 подтвержденных случаях коронавируса в Кыргызстане за весь период вспышки. Успешно пролечить успели 949 пациентов из этого количества. 387 получают лечение в стационарах. 11 находятся в тяжелом состоянии и 4 в реанимации. Большая часть, несмотря на наличие инфекции, чувствует себя удовлетворительно, отмечают в Минздраве. Это 328 человек. На обсервации ждут подтверждения или же опровержения диагноза 215 человек. Под домашним карантином 6600 граждан, которых регулярно осматривают врачи и проводят им анализы во время их пребывания в домашней самоизоляции на протяжении всего инкубационного периода. Болезнь очень контагиозна. Снова и снова твердят медики и снова пытаются убедить людей беречь себя через всем известные санитарно-гигиенические правила. Как эта зараза распространяется, замминистра Усенбаев рассказал на конкретных примерах. Очень тесные контакты, они сильно влияют на эпидситуацию. Пример. В Нарынской области специалист одного из организаций, которые связаны с проведением встреч с людьми, контакты с людьми, выехала, провела свои мероприятия, но при этом заразила уже несколько там человек, потому что очень тесные контакты, очень близкое общение привело к тому, что есть случаи заражения уже и среди лиц преклонного возраста, среди школьников. Вот. Один источник инфекции на сегодня создал проблему в целом районе, в Акталинском районе. В Чуйской же области специалисты отследили 25 завозных случаев. В итоге на сегодня уже 108 заболевших. Всего контактов у них было 808, 319 под меднаблюдением. В городе Ош на начальном этапе, говорят в Минздраве, было всего 10 завозных случаев, а в итоге заболели 132 человека. Общее число контактов этих подтвержденных случаев тоже более 1000, и более 800 продолжают находиться под домашним карантином или же в обсервациях. В Нарынской области было всего 3 завозных случая. На сегодня мы имеем там 242 подтвержденных случая COVID-19. Контактных мы установили 1565. Это очень большой контакт. И вот из-за таких, из-за несоблюдения вот таких элементарных дел мы в Нарынской области имеем сегодня вот такое эпиднеблагополучие. 746 человек сейчас находятся под медицинским наблюдением. И для того, чтобы обеспечить этот надзор, это наблюдение, лабораторные исследования, туда привлекается очень много сил и средств. В Национальном центре онкологии и гематологии под удар попали больные раком дети, получающие тяжелейшее лечение. Без того маленькие ослабленные организмы теперь вынуждены бороться еще и с инфекцией. Сообщается о 8 зараженных онкобольных детях. Инфицированы, напомним, также 3 мамы, 2 медсестры и врач. Источник заразы – пожилая женщина, которая приезжала ухаживать за внучкой, сообщил замминистра Усенбаев. Выяснилось, что бабушка, ухаживающая за внучкой, находилась в больнице с 28 апреля по 4 мая.
Так, в результате лабораторного обследования из всех 120 человек в больнице было выявлено 14 зараженных, после чего там же в центре на первом этаже был организован стационар для лечения коронавируса и основной болезни пациентов. Центр перешел на казарменное положение, сотрудники работают круглосуточно. Также отдельно от лечащихся организован обсерватор. Сейчас продолжает проводиться лабораторное исследование, эпидемиологическое расследование. Продолжают заболевать сами врачи и в том числе силовики. За сутки коронавирус выявлен еще у 3 медиков. 273 медработника успели заболеть за весь этот период. Кое-кто переболеть, а кое-кто уже выписался и приступил обратно к своей рабочей профессиональной деятельности. Сотрудников силовых структур всего за период эпидемии в Кыргызстане с COVID-19 выявили 82 человека.